здравия, здравомыслия. Очень многие задают вопрос, можно ли оспорить логику действий теплосети, которая считает, что если к вашему дому был подведен теплоноситель, дальше они ни за что не отвечают, и как распределяется тепло поквартирно, это не их зона ответственности. Так вот, это не просто нужно и можно, а надо очень даже оспаривать, потому что ваша задача не страдать и платить сумасшедшие деньги за услуги, которые вы не получаете. А ведь согласно статье 20 закона о ЖКХ вы платите по факту предоставления этой самой услуги, которая предоставлена вам своевременно, в полном объеме и качественно. Более того, вы обязаны проинформировать все звенья пищевой цепи, в кавычках, о том, что у вас в квартире, например, температурный режим составляет плюс 14 градусов, как у меня в городе Запорожье, и требование обеспечить вам его на уровне 22 градусов. А дальше пусть звеньевые пищевой цепи бегают и перекладывают свои зоны ответственности друг на друга. Потому что есть такое понятие, как акты разграничения, где четко прописана зона ответственности, кто за что в доме отвечает. И ваша задача сделать это в письменном виде и получить также ответы, либо их не получить. Но это уже вещь долг для суда. Всем добра.